Здравствуйте, ребята! Сегодня я прочитаю вам сказку, которая называется «Гуси-лебеди». А ты ложись-ка спать, глазки закрывай и спи. Спи, спи. Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. «Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги, братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек». Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца-то нету. Ахнула, кинулась туда-сюда. Нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, увидела, стоит печь. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, тогда скажу». «Стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки и пшеничные не едятся». Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «А ты поешь моего лесного яблочка, скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся». Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего киселька с молочком, скажу». «У моего батюшки и сливочки не едятся». Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец и играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. «Здравствуй, бабушка». «Здравствуй, девица, зачем на глаза явилась?» «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться». «Ну, садись, покуда кудель прясть». Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу». Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: «Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается». Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять: «Не дожидайся, бери, братца, беги, а я за тебя кудель поприду». Девочка взяла братца и побежала, а баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: «Девица, придешь ли?» Мышка ей отвечает: «Приду, бабушка». Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке-то нет никого. Баба-яга закричала: «Гуси-лебеди, летите в погоню, сестра братца унесла». А сестра-то с братцем добежали до молочной реки. Видят, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня, а ты поешь моего киселька». Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблоня. «Яблоня, матушка, спрячь меня, а ты поешь моего лесного яблочка».
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблонь ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, загоготали, налетают, крыльями бьют, того, гляди, братцы из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня! Поешь моего ржаного пирожка!» Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь, села в устице. Гуси-лебеди полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Ну вот, ребята, и сказка вся. Спокойной вам ночи. И ты спи.